произошел очередной захват заложников, но он произошел 3 года назад. Но сегодня озвучен приговор, если так можно назвать, 7 крымским татарам, которыми там издевались, пытались их склонить к самооговору и так далее, и так далее. Люди получили срок от 15 до 19 лет лишения свободы в русском суде военном в Ростове-на-Дону, потому что они не сломались, потому что они до конца были сами собой, остаются самими собой. И их последние слова на этих судилищах, они достойны, конечно, любых книг и войдут, безусловно, в материалы в историю Украины. Хотя сейчас это безумная личная трагедия. Для них 33 ребенка остались без отцов за один раз. Не уже не первый такой случай судилища, но среди тех людей, которые незаконно осуждены, Сервер Мустафаев, известный журналист, стример, который много рассказывал, показывал, бывал на суд на АТРе, когда в Киев приезжал еще, до того, как его задержали оккупанты. Что еще сказать? Ну, на мой взгляд, это очередной акт захвата заложников. Это Путин показывает, что он может бесконечно хватать людей. И, конечно, самые удобные для него люди в его палачном смысле — это крымские татары, потому что Крым оккупирован, и они вывозят людей оттуда, судят как хотят. И вот еще 7 человек получили страшные сроки, сравнимые со сроком Сенцова. Вот, и захват заложников очередной состоялся, проштампован, точнее, он. И вот я хочу Сергея Высоцкого спросить, что вообще нам делать? Потому что они хватают столько, сколько хотят. Уже крымских татар там хватают и сажают так, что это у них уже процесс такой, как в гетто, значит, отфильтровывают людей и с партиями отправляют в ГУЛАГ. Вот у меня другой мысли нет, кроме как, по идее, мы должны работать над тем, чтобы захватывать здесь предателей, оккупантов, шпионов, пособников оккупантов, потому что иначе, ну, а на кого менять? Вот ты вообще знаешь, как есть на кого менять вообще людей, которых мы теряем? Ну, я, знаешь, тут в сложной ситуации сейчас нахожусь. Мне как бы нужно за Украину ответить. Ну вот, де-факто. Нет, ну мы все А Украина. ничего сейчас, ну как бы хорошего, оптимистичного я сказать не могу, потому что я точно знаю, что, ну там, в те 5 лет, которые сейчас ушли уже, это стало прошлым, было, да. И тем не менее, несмотря на наличие обменного фонда, как дипломатично мы все это называем, да, и на то, что этот обменный фонд пополнялся, ну, активно, в том числе это вследствие спецоперации на Донбассе и такого рода процессов, да. Я помню прекрасно тенденцию, что крымские татары и, в принципе, крымские узники, на это всегда была неимоверно сложная тема для переговоров. Да, то есть если по Донбассу позиции оккупанта и позиции кремлевской диктатуры, они более гибкие, ну, то есть в плане того, что там присутствуют активные боевые действия, нужно как-то взаимодействовать, как-то там кружить какой-то вальс перед Западом, совместно там, с Украиной, против Украины, естественно, но делая вид, что совместно. Вот, и там, в общем-то, всегда этот процесс был более, да, более доступный. Опять же, я просто не знаю, как выражаться в прямом эфире, для того, чтобы это было корректно. Вот, но тогда удавалось, да, многое сделать. Но даже тогда, как только мы пытались подойти к крымской теме, к теме крымских заложников, сразу падала со стороны России стена. И все, что мы могли делать реально как государство, это способствовать скорейшей деоккупации полуострова посредством увеличения степени ответственности России за попытку аннексии, за оккупацию. Ну, то есть просто не замалчивать крымскую тему.